Столбики термометров медленно опускаются, холодает. А вместе с тем вновь перед нами встает проблема готовности энергетической системы к новой зиме. Абхазия уже несколько лет испытывает острый энергокризис. Основные причины – нехватка генерации, ветхая инфраструктура и майнинг. Однако эти проблемы появились не сегодня и носят накопительный характер. Сегодня в прямом эфире мы обсудим ситуацию в энергетике, проблемы и перспективы развития отрасли. В нашей студии вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, кандидат экономических наук Аслан Басария, депутат парламента Акан Кварча и экс-депутат парламента Гарри Кукая. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы вам дадим слово, так как вы были инициатором сегодняшней встречи. Да. Яха Схайр Зиску нас псешила як нас гиявыз псешха хайсыр из бензер ала шараб свард гирт ишлема мигирт кирмазмаз азиги рахат тахтаху яха Кристина Константиновна лайр хазбзия хат из бензер ري أي بولر حق زمن حبيته زري وشتاه خمسة بجقارة عرض تريد أي بجقارة حشوشته أخا بس حرب حيت مكان يأكلنا بريت فجر يأكلنا ورموزيت власть я значит власть قموسوا أخا توب حلاس وستوب كريستينا كونستانتينونا يخا بس حتى شند خايز أخا حزايز قشتا أخي حياس حتقوب значит что русский обещала как свап. Сегодня причиной нашего нашей встречи были инициаторами в данном случае это объединенная оппозиция и все те, кому не безразлично вообще, наверное, состояние дел в энергетике в данном случае. И больше всего, что генерировало нашу сегодня встречу, это приход министра экономики. То есть я хочу подчеркнуть, что вы поняли, не Кристина Озган приход, а именно министр экономики в парламент, где нам было озвучено, что мы должны изыскать 900 миллионов рублей для оплаты перетока электроэнергии из России. Ну, просто так сейчас это все сказать, так просто не скажешь. Конечно, это очень многих возмутило, и в парламенте неоднозначное отношение ко всем этим процессам. Пока мы эти вопросы обсуждали, буквально вчера в парламенте появился еще один закон, которому просят сейчас внести некие изменения. То есть это говорится о том, ужесточить борьбу с майнингом. Если в старой редакции было такое понимание, что до 300 киловатт потребления только там штрафом отделывается человек, больше 300 киловатт это уже уголовное дело. При всем при этом майнинги в любом случае конфискуют. То сейчас предлагают, кроме того, чтобы конфисковать, еще и утилизировать там трансформаторы, забирать и так далее. Конечно, звучит хорошо. Если не знать вообще историю всего этого вопроса, то понятно, что власть правильно делает, борется с этим вопросом. Но на комитете я единственный человек из присутствующих, кто в комитете был, вообще не голосовал за эти поправки. Объясню почему. Хотя я считаю, что да, это вынужденная мера, но я не голосую по одной причине. Хочу чуть-чуть на 2 года отмотать наш пройденный путь и вспомнить первое интервью Аслана Бжани уже в ранге президента. Кстати, Ирина Шотовна брала у него интервью. И первый же вопрос, это можно проверить, мои слова. Первый вопрос как раз таки был задан о энергетике, о состоянии дел в энергетике в Абхазии. Аслан Георгиевич очень долго рассказывал о том, как его первые шаги по энергетике, как он
значит, позвал российскую сторону, если я могу ошибаться, но если я не ошибаюсь, это Россети, как Россети приехали, значит, в Абхазию за свой счет. Значит, провели, значит, анализ, провели мониторинг всех, значит, наших дел именно касаемо энергетики. Что это стоило бы, если так заказать эту работу, около 50 миллионов, но они на себя взяли, значит, за свой счет это сделали. И я хотел бы теперь, чтобы вы внимательно слушали числа и месяца, о котором он говорит. Значит, это было, по его словам, в конце августа, а если быть точнее, это 25 августа 2020 года, если говорить, вы не ищите, это в интервью было, 25 августа 2020 года, что ему на стол легла бумага, не бумага, а значит, документ, в котором говорится, что абхазская энергетика находится в ужасающей ситуации, и что для поддержания, во всяком случае, на том уровне, на котором на тот момент была проверка, чтобы не ухудшилось, надо влить 4 миллиарда рублей. Очень интересно, такой был, значит, объемный такой интервью он дал. И потом для меня, конечно, непонятно, каким образом, это было, еще раз говорю, 25 августа, каким образом 21 сентября рождается постановление Кабинета министров о разрешении майнинга криптовалюты. Более того, я, например, как председатель Айтгора, в это время, буквально в это время, может, чуть там позже было, сейчас не могу сказать точно, когда, позвали представителя Черноморэнерго на нашу площадку. И на наш прямой вопрос, на тот момент, когда Кабинет министров разрешал этот вид деятельности, какие у нас возможности были по электроэнергии, он сказал такую прямо вот фразу, что на тот момент в Абхазии уже было 5-3% минус, уже был, значит, дефицит электроэнергии. Я еще раз, конечно, сразу следом вопрос последовал, а как тогда, вас не спрашивали, когда разрешали этот вид деятельности? Он сказал, нас никто не спросил. Теперь, почему я это все говорю? Сегодня, естественно, то, что Кристина Константиновна, как министр экономики, была у нас, значит, в парламенте и говорила о состоянии дел в энергетике, и говорила, что надо 900 миллионов изыскать, это называется так, что нам не дают никакого, значит, другого шанса, как или остаться без света, или страна должна остаться без денег. Или же в худшем сценарии мы останемся без света и без денег. Более того, почему я вспомнил вот вчерашнее заседание или позавчерашнее заседание, значит, в нашем комитете? Я еще раз говорю, я не против этих мер, да, это вынужденные меры. Но я хочу обратиться к господам нашим, которые сегодня во власти. Мы не перестаем наказывать, значит, последнего, да, потребителя, крайнего потребителя, это наш народ. Мы опять у них ищем, что они во всем виноваты. А те, кто люди, эти, значит, постановления нам придумали, президент, который знал 25 августа, что у него проблема со светом, и позволяет выйти 21 сентября постановление Кабинета министров. Я здесь сейчас не только виню Кабинет министров, я виню, естественно, непосредственно и президента, потому что все, что происходит, все постановления Кабинета министров, прежде чем принять, они идут процедуру через администрацию президента. Они все визируют там. Неужели не оказалось людей, или неужели президент упустил этот момент, что у него проблема, и эту проблему мы уже озвучили, и зная эту проблему, он дает добро на постановление, на выход такого постановления. Я это вижу как прямую диверсию. Тогда, извините меня, мы что, только народ в этом виним? Мы только народ ищем, что они в этом только виноваты? Извините меня, мы должны разделить ответственность. Что
что касается народа, что касается тех чиновников, кто нам создал эту ситуацию. В ином случае некоторые чиновники говорят, ну вы знаете, говорит, майнинг уже были, говорит, а что нам пришлось делать? Это что значит? То, что нельзя было остановить, решили узаконить, что ли? Я считаю, что такая постановка вопроса вообще неприемлема, тем более для меня, как депутата парламента. И потому мои действия, по которым я не голосовал, это, значит, мой ответ, значит, правительству и администрации президента. Пока каждый, который имеет ответственность, несет ответственность за те или иные решения, не понесут наказание, или же как минимум, значит, Ирина Шотовна, я помню, на своем выступлении в одном, значит, на одних митингах говорила, что Рауль Хаджимба не может выйти к народу и сказать, что он ошибся. В данном случае тоже вопрос я хочу задать. Слушайте, какой абхаз не прощает даже своего врага? Почему не может правительство, президент выйти и сказать, что мы, да, совершили эту ошибку, мы готовы признать его? Может, мы на самом деле и простим, и поймем, как в этом, знаете, как в этом телесериале, там, простить, понять и простить. Слушайте, это что такое? Почему конечного потребителя мы постоянно хотим наказать? А при всем при этом свою меру ответственности ни в чем не чувствуем. Это так дольше не может продолжаться. Мы должны поставить всем этим действиям определенное, значит, каждому действию надо оценку дать. И каждому, значит, постановлению, каждому поведению чиновника надо оценку дать, и каждый должен уже нести меру ответственности. Все остальное, наверное, дальше мы продолжим. Это было самое главное, для чего мы вообще затеяли сегодняшнюю нашу встречу. Спасибо за внимание. Да, я думаю, все-таки мы сегодня собрались о том, чтобы поговорить о развитии, о том, что дальше делать, да, что вы можете предложить и что у нас сегодня есть. Что у нас есть, мы еще не все сказали наверняка. Потом будем говорить, что делать дальше. Да, мы постепенно к этому придем. Есть что сказать? Да. Может, вы дополните, Камиль Валерьевич? Будем в процессе общаться. Тогда я позволю себе, да, отреагировать. Но вы абсолютно правильно сказали относительно ответственности, Камиль Валерьевич. Но в данной ситуации, возможно, то, что я буду говорить, не совсем вам будет нравиться, но это объективная реальность, которая есть и с которой мы столкнулись. Тема майнинга, она не родилась в 2020 году. И вам это очень хорошо известно. И известно коллегам, которые здесь сидят. Тема майнинга в Абхазии возникла в 2016 году, когда появились первые ситуации, связанные с ограничением электроэнергии и перетоком из Российской Федерации. Это говорило о том, что в республике растет потребление, и, к сожалению, этот вопрос нужно решать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Тема майнинга очень активно рекламировалась правительством Республики Абхазия того периода, практически на всех площадках, и этого отрицать не может никто. Надо сказать объективности ради, что был период, когда Аслан Георгиевич Басария писал очень интересное обращение в адрес правительства относительно того, что в республике складывается очень тяжелая ситуация, и надо обеспечивать республику электроэнергией в связи с дефицитом. Это было с 2016 года, и, к сожалению, продолжается и сегодня тоже. И здесь надо сказать, что неурегулированность данного вопроса привела к абсолютному абсурду. Я это по-другому назвать не могу. Потому что объясню со стороны власти и непосредственно тех, кто занимался данным вопросом. На государственных предприятиях, на площадках государственных предприятий активно размещалось майнинг-оборудование. А когда ситуация достигла апогея и объем дефицита электроэнергии стал расти, было соответствующее обращение о том, что необходимо предотвратить развитие данной деятельности. При этом параллельно Министерство экономики Республики Абхазия в тот период активно занималось разработкой проекта по внедрению этого проекта в экономику Абхазии, где обещалось, что электроэнергия для майнинга будет, тарифная электроэнергия для майнинга будет в размере 50 копеек в течение 5 лет с определенными льготами. Я не хочу углубляться в историю данного вопроса, мы об этом очень много говорили. При этом
в январе и в марте 2019 года на совещании у президента Республики Абхазия Рауля Джумковича, кстати, есть два соответствующих протокола, где были даны поручения соответствующим уполномоченным органам представить предложение, непосредственно нормативный акт о мерах по регулированию данной деятельности. Как вы знаете, в конце декабря 2018 года, вернее, в декабре 2018 года был введен запрет. При этом, запрет на ввоз оборудования для майнинга введен не был. Это говорит о том, что, с одной стороны, государство ввело запрет, но при этом я хочу оговориться и сказать, что любой запрет, он может вводиться на законодательном уровне, если он не временный. Это тоже надо иметь в виду, что, в принципе, решение было не совсем законодательно обосновано. Но мы не об этом. Далее получается, что в течение, то есть с декабря 2018 года на фоне действующего запрета в республику ввозилось оборудование вплоть до 2020 года, до сентября 2020 года. Я же вас не перебивала, Кан Валерьевич. Давайте мы будем слушать друг друга. Возилось оборудование. Я могу вам сказать, что на момент принятия постановления правительства в республику было ввезено 66 тысяч единиц оборудования для добычи криптовалют. Понятно, что это оборудование активно размещалось. И понятно, что, наверное, в этом процессе, этот процесс проходил не без участия энергетиков. В данном случае я не говорю о том, что там Аслан Георгиевич этот Басария не принимал каких-то мер, но здесь понятно, что у нас сидит напротив человек, который в тот период возглавлял профильную компанию. И здесь надо отметить самое главное, что оборудование подключалось и добыча криптовалют обеспечивалась соответствующим образом, но при этом никаких поступлений, соответственно, в компанию не было. Это один момент. Теперь говорим о постановлении 2021 года. Мы уже неоднократно говорили, что постановление Кабинета министров не говорило о том, что майнингом можно заниматься в том виде, в каком это было до 2020 года. Постановление Кабинета министров, еще раз хочу обратить внимание, было направлено как раз на урегулирование данного вопроса. Оно определяло, что компания Черноморэнерго должна определить объем, который может быть использован данным видом деятельности. Далее Кабинет министров ввел запрет на ввоз оборудования для майнинга, установил тариф повышенный для данного вида деятельности и, соответственно, обязал легализовать то оборудование, которое физически было ввезено. При этом этим же постановлением Кабинета министров была конкретная оговорка, там было сказано, что при этом государство будет вводить ограничения в случае дефицита электроэнергии, потому что дефицит электроэнергии прогнозировался, учитывая, что в течение предыдущих 3 лет он действительно был. И в данной ситуации Кабинет министров, или, как вы говорите, власть, не принимала решения относительно того, что этим видом деятельности можно заниматься бесконтрольно. Как раз речь шла о введении особого контроля за данным видом деятельности. Соответственно, учитывая, что постановление Кабинета министров предусматривало введение ограничений на данный вид деятельности, в декабре был введен запрет до того времени, пока не будет возможность предоставить право этим заниматься. Этот запрет действует и сегодня. Могу сказать, что борьба с майнингом, к сожалению, она очень сложная, потому что прекрасно знаете, что оборудование размещалось и в тот период, и в последующем не только концентрировалось в каких-то крупных объектах, а непосредственно у населения. Я хочу вам напомнить, Кан Валерьевич, что вы один из участников процесса, который препятствовал борьбе с майнингом, когда этим активно занималась МВД. И вы устраивали соответствующие акции, когда МВД как раз занималась изъятием майнинга. Более того, что касается того законопроекта, о котором вы сейчас говорили, он неожиданно не появился в парламенте. Он там находится уже год, Кан Валерьевич. И мы этот вопрос пытались решить практически год назад. Но нас не поддержали. И
я хочу, чтобы вы в данной ситуации были более объективны в своих выводах. Если бы нас тогда поддержали бы, Кан Валерьевич, если бы вы нас тогда поддержали бы, возможно, сегодня ситуация была бы лучше. Хотя она сегодня немного лучше. Нет, но вы же депутат этого созыва. Да, я депутат. И вы, соответственно, как и многие другие, не поддержали данный вопрос. И в данной ситуации говорить о том, что правительство или там, значит, в целом исполнительная власть, значит, игнорировала данную ситуацию, это абсолютно не объективно. Это абсолютно не объективно. Александр Георгиевич, я буквально ремарку. Кристина Константиновна, вы, наверное, меня плохо слышали. Я еще раз говорю, вы когда делали постановление свое, в этот же момент вы, наверное, упустили, когда я это говорил. Мы позвали представителя Черноморэнерго, который сказал, что на тот момент 3-5% уже был в минусе, не было никаких... Кан Валерьевич, а вы можете сказать конкретно кто? Потому что с Черноморэнерго этот вопрос прорабатывался. Сейчас я договорю. Дальше. Не хотел бы аналогию проводить, но вы знаете, как сказали? Вот мы поймали наркомана, но мы ему сказали, вот доза, вот столько тебе можно, вот столько тебе нельзя. Вы вот такую вот аналогию провели. Вы вместо того, чтобы новая власть, старая была очень плохая, ну, мы же все говорим, что она была плохая, я не хочу прошлым жить, я хочу сегодня с настоящим жить. Я хочу сегодня и завтра видеть. Не надо мне возвращать на вчерашний день. Вчерашний день был плохой, Кристина Константиновна. Я хочу, чтобы сегодня было хорошо и завтра было хорошо. Давайте об этом поговорим, Кан Валерьевич. Минуточку. Давайте об этом и поговорим. Минуточку. Конкретно об этом. Теперь, если вы говорите, что это было неправильно, зачем вы вооружились тем же самым и узаконили это? Это нехорошее действие. Объясните мне. Тогда вы должны были. Я извиняюсь. Правительство должно определять условия. Минутка, Сергея Стравистаху. Зачем? Вместо того, чтобы вы, понимая, что это зло, зачем надо было узаконивать это? А надо было штаб создать с новыми людьми, с новыми идеями. В штаб, в который должны были войти, значит, СКБ, МВД, там, я не знаю, какие там соответствующие службы, создать штаб, возглавить должны были там премьер-министр, кто-то еще. И практически, как вы говорите, все знали, у кого было. Почему вы не пошли, не начали отключать, а вы взяли это, узаконили? Сейчас странные вещи, парадоксальные вещи вы говорите. Парадоксальные. Более того, вы 2 года назад при нашей встрече здесь вы прямо в то, что мы говорили, вот Гарри Гурамович, Адгура Миранович и я, вы прямо, понимаете, как-то дальше практически вообще воспринимали. В прошлом году в парламенте вы вообще практически хотели насмехаться над всем, что мы говорили. Вы говорили, что вы беспокоитесь за российский свет, он бесплатный. Мы тогда вам говорили, что это будет проблема. Восстановитесь, давайте возьмемся за решение этих проблем. Вы говорите, Кан Валерьевич, что вы так за российский свет беспокоитесь? Нет, я не беспокоюсь. Я просто говорю, что мы придем к этой проблеме. У нас будет эта проблема. Наверное, мы много говорим. Кристина Константиновна, я, наверное, больше всех говорю. Нет, давайте я отвечу просто, да. Но получается, что это полемика между вами и мной. Не слушают, да. Может, отвечать не придется, Кристина Константиновна. Нет, я все-таки отвечу. Кан Валерьевич, во-первых, я не помню, чтобы я в парламенте вам говорила, что не надо беспокоиться за российские деньги. Я вам говорила, Кан Валерьевич, я вам говорила, и не только в парламенте говорила о том, что поставка электроэнергии из Российской Федерации Республики Абхазия, соответственно, не является финансовым обременением. И в данной ситуации тот дефицит, который был сформирован в 2020 году и, соответственно, в 2023 году, в первом квартале, был покрыт за счет российской финансовой помощи. Это достаточно существенные объемы. И никакой нагрузкой на бюджет Республики Абхазия не было. Но у нас были поставки электроэнергии ранее, Кан Валерьевич. Я что-то не помню, что кто-то по этому поводу особо переживал. Я думаю, что когда есть человек, Республика Абхазия за счет средств, которые могли быть направлены на дороги, на водоснабжение, на решение других вопросов, в объеме 1,3 миллиарда рублей была покрыта за счет инвестпрограммы.
Я вот не помню, честно говоря, особо там интервью или выступлений людей, которые за это отвечали, что это плохо. Я этого не помню. И в данной ситуации надо быть объективными, Канвалевич. Я понимаю, что у вас позиция в данной ситуации, значит, демонстрировать то, что исполнительная власть принимает неправильные решения. Я вам говорю, что исполнительная власть принимала решение о регулировании деятельности, в том числе о ее ограничении в связи с дефицитом мощности. Вот о чем речь идет. У меня такое чувство, что этот документ не читали просто. Не, мы по дорожной дорожную карту, давайте тоже ее обсудим. Она дорожная карта. Можно? Мы тоже пару слов скажем, если есть такая возможность, Гарри Гуранович, можно я выскажусь? Да? Значит, все-таки мне кажется, что нужно говорить по факту, Кристина Константиновна, а не отвлекаться чуточку на какие-то более политизированные форматы. Я все-таки хотел бы парировать, причем с огромным удовольствием, что у меня такой возможности не было, наверное, ни разу нормально подискутировать с теми, кто имеет отношение к энергетике. Значит, первое. Ограничения в Республике Абхазия начались не в 2016 году. Вы сказали в 2016 году. Наверное, вы имели в виду перетоки с Российской Федерации, которые оплачиваются, скорее всего. Ограничения были с 2016 года. Я еще раз, вы, наверное, меня не услышали. Я сказал, что ограничения начались не с 2016 года. Вот что я сказал. Ну, я сейчас в данной ситуации говорю, что связано вы что сказали, я это парирую, да? Второй вопрос. Существовало постановление Кабинета министров, которое, скажем так, запретило майнить, да, и заниматься майнингом криптовалют в сетях РУП Черноморэнерго, единого оператора. И, в принципе, я периодически слышу о том, что не было запрета по ввозу, да, этого оборудования. Да, действительно, этого запрета не было. Мало того, на тот момент Черноморэнерго действительно проявляла очень серьезную инициативу для того, чтобы этот запрет официально появился. Но все-таки, мне кажется, чуточку вы лукавите, когда говорите о том, что из-за этого произошли какие-то серьезные проблемы в энергосистеме. Я просто цифры вещь упрямая. Да, это действительно Поэтому так. я бы хотел бы на цифрах чуточку поговорить, что все-таки, да, для обычного жителя подстанции не сгорали до 2020 года, правда? Третьи трансформаторы на подстанциях не появлялись, хотя по науке должны стоять по 2 трансформатора на каждой подстанции, да, мы уже все там пресловутые Сухум-1, Сухум-2, Сухум-3. Теперь о цифрах. О цифрах все-таки рост потребления электроэнергии в среднем по году приходился в районе 5%. Это было и до периода, когда я трудился, это и было в мой период времени. В среднем по году. Если вы возьмете те же 6 лет, которые я отработал, в среднем это 5%. Там были даже годы, когда мы уходили в минус. Да, 1 год, кстати, был достаточно. 2018 год, да, вы это знаете, у вас должны быть эти цифры. Конечно. Теперь, что происходит в 2020 году? В 2020 году вот 2 такие упрямые цифры. Первое, потребление вырастает на 20 с лишним процентов. Да. В 2021 году оно еще вырастает на почти 17%. То есть суммарно за 2 года потребление вырастает чуть ли не на 43%. Второй момент. С Ингургеса в 2020 году мы забираем 65%. 65% от генерации. Соответственно, если предыдущие периоды взять, то есть если варьируется условно процентовка от 3 до 7%, там были годы, где было выше, пару лет было, это было в районе, вот я вам даже по годам скажу, чтобы мы не были голословными, да, это был 2011 год, это был 2015 год. То есть в 2011 году это было порядка, значит, 17%, да, был в 2008 году 21%, кстати, да, и был в 2015 году 12% роста, но в среднем по году это было 5%. Что происходит и что является побудительным мотивом для того, чтобы Абхазия начала потреблять на 1 миллиард киловатт больше? Если вы вспомните, опять же, мы здесь уже как традиция начали ссылаться на главу государства, который, даже когда вы уже столкнулись с проблемой, кстати, о которой я предупреждал, Кристина Константиновна, и письменно в том числе, я, кстати, предупреждал и президента государства, да, у меня справка лежит, которую я на него писал.
я фактически просил вас не легализовывать майнинг, да, то есть и правительство и так далее, перед тем, как я покинул, да, свой пост. Я просто понимал и, в принципе, описывал все то, с чем вы потом столкнулись. Так вот вопрос. Президент государства, когда ссылался на нормы, он говорил, обязательно вернитесь к потреблению 2019 года плюс 5%. Это же не просто так родилось. Мало того, ему, наверное, справки готовили люди, которые занимались энергетикой. Соответственно, то постановление, которое было расписано, да, я считаю, что действительно можно было бы поставить тогда запрет. Но все эти майнинги, так называемые машинки, они подключены в энергосети не были. Если бы они были подключены, рост потребления в наш период времени был бы тоже на миллиард киловатт больше. Соответственно, если смотреть по цифрам, мы потребляли 2 миллиарда киловатт-часов, сегодня мы потребляем 3 миллиарда киловатт-часов. Внимание, вопрос. В 2020 году это произошло. Почему такое потребление стало на 1 миллиард киловатт-часов больше? Вот Спасибо за конкретику и за вопрос. Вы абсолютно правы. Единственное, хочу напомнить, вы до какого периода возглавляли компанию? Я возглавлял до начала лета. Вы возглавляли компанию до июля месяца. Да. То есть почти 7 месяцев непосредственно вы, как руководитель Черноморэнерго, фактически не предприняли никаких действий по данному вопросу. Я правильно понимаю? 2020 год складывается не только с периода с сентября по декабрь. Он складывается в течение 12 месяцев. Вы лично возглавляли... Нет, вы же сказали Нет, свою... вы мне сейчас новый вопрос Нет, задали. я в данной ситуации должна ответить на ваши призывы. Значит, вы возглавляли компанию до июля 2020 года. Когда если разделить условно на 2, то, соответственно, половина этого объема, того роста, о котором вы говорите, это ваша личная заслуга. Плохая или хорошая, не мне судить. Это вы должны принять как данность и объективность. Раз мы говорим о том, что мы должны быть здесь объективны. Я потом парирую. Это первое. Второе, я еще раз говорю, активным образом в республику ввозилось оборудование. И оно устанавливалось в течение 2020 года. Аслан Георгиевич, вы этого отрицать не можете. И 2019 год, и 2020 год. Вы же можете поинтересоваться у Государственного таможенного комитета, в какой год, какой объем и количество оборудования было ввезено. Вам статистика очень хорошо ответит на вопросы. Вы же оперируете цифрами, а в данной ситуации цифры вещь упрямая. Я согласна с вами. Поэтому говорить о том, что неожиданно на 900 миллионов прирост потребления стал только в 2020 году из-за того, что почти в конце 2020 года, а в данном случае речь идет о конце сентября 2020 года, было принято данное решение. Поэтому половина того объема прироста электроэнергии, о которой вы говорите, это ваша личная заслуга, Аслан Георгиевич. Поэтому прошу это иметь все-таки в виду. Можно парировать? Да. А теперь насчет потребления. А теперь насчет потребления. Вы действительно правы. Прирост составил более 900 миллионов киловатт-часов. Но вы, наверное, не взяли свежую статистику, Аслан Георгиевич. У нас снижение электроэнергии в этом году может достигнуть порядка 350 миллионов. А это 30%. А оно практически достигает. 130 это благодаря приборам учета, я так понимаю. Это благодаря приборам учета и борьбы с майнингом. А штаб создан, Кан Валерьевич, его возглавляет премьер-министр. И, кстати, очень активно Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности этим вопросом занимается. Очень активно борется с майнингом, премьер-министр. И это результат снижения объема потребления электроэнергии на 30%. Это результат, и вы, Аслан Георгиевич, это отрицать не можете. Контейнер, который он Если у вас эти... помните, Кристина Константиновна? Период запрета личным постановлением на завоз разрешение дал целый контейнер оборудования по майнингу. Помните? Или забыли? Гарри Гуранович, в данной ситуации... Это тот человек сегодня борется, который с майнингом. Конечно, и достаточно эффективно. И достаточно эффективно. Очень эффективно. Очень эффективно, да. И бюджет. Аслан Георгиевич, а теперь я мы очень много только о майнингах говорим. Вы говорите, что оборудование не подключалось. К сожалению, это вранье. Почему у нас тогда такие большие долги за потребленную электроэнергию по крупным государственным предприятиям?
Кристина Константиновна, Можно спросить? можно парирую, и этот вопрос И я эту обязательно сам вопрос подниму. всегда Аслан Сам Георгиевич, подниму, с это удовольствием я уже вот отвечу. правда. Я хочу, чтобы вы все-таки были более объективны. Слава Вы Богу, не что мы нашли можете виновника, исключать может, он в ответит данной уже, да? ситуации своего участия в данном процессе. Я уверена, что вряд ли вы были лояльны к этому процессу. Возможно, вы были вынуждены принимать в этом участие. Но это происходило при вас, и вы этого отрицать не Что ты можете. натворил? Цифры об этом говорят. Что я натворил? А мы ищем Значит, виновных. Кристина Константиновна, к вопросу, значит, давайте последовательно, к вопросу о том, что я несу какую-то ответственность за Мы начало, все несем ответственность, за начало. каждый в Вы своей точно части. несете сегодня, Конечно. это точно, да. Соответственно, то, что я несу ответственность за начало там, года, да, и так далее. То есть первое, основные у нас нагрузки наступают в зимний период времени, Конечно. и мы это знаем. Второе, ну, что скрывать? Власть, когда шла во власть, она артикулировала вещь, что они обязательно легализуют майнинг. Соответственно, власть, когда сменилась, естественно, люди начали подключаться. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что если мы посмотрим эти периоды можно посмотреть по году, то основное потребление у вас придется на вторую часть 2020 года. Я объясню почему. За 6 лет, ну вот вы говорите, да, во второй части 2020 года я не работал. И еще один момент. это зима была, за 6 Аслан лет, Георгиевич, за это 6 была лет зима. моей работы, Кристина Это Константиновна, вынужденная я вас не ситуация, это перерывал. была зима. Я вас И вы не перебивал. передергиваете, это была зима. Зимой всегда потребление растет. я же вам Вы же говорю, что- как бывший энергетик. Я понимаю, это власть знаете. понимает, что с женщиной мы не можем, понимаете, по-другому, как с мужиками. Ничего, ничего. Я все-таки Женщина- доскажу, Кан Валерьевич. То есть, собственно говоря, за 6 лет моей работы я остался в тех нормах потребления, в которых я должен был оставаться. Нет, вы приросли на 200 с лишним Теперь- миллионов, почти до 300 миллионов. Но я же вам говорю, что каждый год у нас рост в Абхазии с 2006 года фактически в среднем 5% по году. Вы не берите В том среднюю, числе вы за мой возьмите период разбивки по Можно годам. я да Разбивки, скажу, и это Кристина имеет накопительный эффект. Я Аслан могу по Георгиевич. годам вам Аслан это... Георгиевич, это имеет накопительный эффект. Кристина Константиновна, Это я очень не объективно. хочу сейчас, но я все-таки договорю, наверное. Да? Есть такая у нас Конечно, возможность? конечно. Соответственно, цифры у меня с собой. Цифры у меня с собой, У эти меня цифры тоже, у как меня вы видите. есть. Соответственно, по цифрам мы можем пройтись. И вы увидите, что это А соответствует я вижу их, действительности. Аслан Георгиевич, они у меня. Соответственно, У вас разные цифры? Нет, у Кристина нас одни и те же цифры. Кристина Просто вы по-разному видите. Нет, ну, Нет, наверное, да. нет, Мы просто кто-то мы хочет здесь, их видеть, а кто-то Мы нет. здесь ликбез в математике не будем проводить, пожалуйста. никто не Я не хотел на заинтересован. это У нас тратить в студии время. софисты, знаете, Я не сидят, хотел на софисты. это тратить время. С 2010 года прирост. 2010 год 3%, 11 17%, 12 минус 6%, 13 2%, 14 2%, 15 12%, 16 6%, 17 4%, 18 минус 4%, 19 7%, 20 21%, извините, 21 Аслан год 16%. На 18-м году заострить внимание, 18-м году постановление о минус 4%. запрете было, которое не работало. Оно в декабре вышло, Да, поэтому да. оно вообще никак Теперь, не это повлияло что на касается цифр. Вы хотели услышать цифры, я вам озвучил эти цифры. Теперь второй вопрос. Значит, нагрузки и таможня. Вы говорите, что статистика по таможне, что привезли и так далее. Зачем энергетику статистика по таможне, если он видит нагрузки, и если у него рост потребления в год в среднем 5%? Еще раз повторяю, в течение 2 лет, это 20 и 21 год, у вас рост составил 43%. Мало того, в 2022 году у вас динамика на потребление на 1 миллиард киловатт-часов, то есть фактически 30% потребления Абхазии у вас сохранилось. Вы, может быть, сейчас можете похвалиться о том, что вы снижаете потребление на 300 миллионов. Я этого не знаю, эти цифры еще Но не они видел, есть. конечно. Они есть, я Наверное, вам и скажу. слава богу. Но вопрос заключается в другом. Кто несет ответственность за то, что с 2020 года потребление Республики Абхазия увеличилось на 1 миллиард киловатт-часов. Теперь я хочу сказать о цифрах по перетокам. В тот период времени, да, у нас перетоки, действительно, мы нуждались в этих перетоках. Мы нуждались в этих перетоках. Да, об Если этом вы можно говорите более о том, что подробно там поговорить. 1 300 000 000 киловатт-часов за все 6 лет перетоков, ну действительно, это действительно правда. То есть в районе 200 миллионов киловатт-часов получается, что у нас были дефициты в среднем в год. Теперь задаю вам вопрос, Кристина Константиновна.
у нас ежегодный дефицит миллиард киловатт-часов. Ну, 900 с лишним или миллиард с лишним. У меня вопрос к вам. 800 миллионов киловатт-часов откуда? Сначала я отвечу на первую часть Конечно. вашего вопроса. Кстати, я не Аслан ответил на Георгиевич. один вопрос, извините. Вы коснулись государственных объектов, Да. вы коснулись того, что были большие долги. Речь идет, я хочу, чтобы слышали телезрители. В том Я в этой числе о студии, заводе я железобетонных телезрители изделий. хочу, чтобы слышали, что я в этой же студии говорил об этом объекте. Это завод железобетонных изделий, который принадлежит Абхазстрою. Соответственно, там стояла майнинг-ферма. Две. С 2000. Две. Ну, у меня При вас указаны две эти данные. фермы стояло, Аслан Георгиевич. Есть даже Кристина представление Константиновна, Генеральной прокуратуры, я на которое вы подавал отвечали. эти объекты в Генеральную прокуратуру и в СГБ. Я Это после подавал эти того, как объекты. выяснилось, это что не это после действительно, того, ну, эти у меня есть объекты, документы, Аслан Георгиевич, к эти сожалению, объекты для вас. выявили Друзья мои, мы о энергетики. чем спорим? Давай, не знаю. Вообще о чем спорим? Теперь я хочу Сегодня ответить. Абхазия должна будет 3,5 миллиарда заплатить Валерьевич. за переток, и мы сидим Не должна столько. Что значит не должна? Не должна столько Кан До Валерьевич, конца я года доскажу. 900 миллионов вы должны заплатить. Кан Валерьевич, Где я вы доскажу. сами хотите взять? Это не 3,5 Я доскажу, мы сделали очень полезную вещь для государства. Что ты здесь Там это- стояла майнинг-ферма, которую мы отключить не могли. Почему? Из-за того, что ее линия питала население. Как только мы провели там работы и отключили население, майнинг-ферма, о которой вы говорите, их даже два было там собственника, она была обесточена. И мы выставили счет в 31 миллион рублей. теперь, внимание, А теперь вопрос. я хочу задать вопрос. Миллиард киловатт-часов потребления увеличилось. Кому вы выставили счет или где деньги? Я вам прямо Это же не только Аслан за 3 Георгиевич, года 3 миллиарда каким киловатт-часов. образом Я на действительно заводе выставили наоборот. железобетонных изделий появилась большая майнинг-ферма? У меня вопрос к вам, как к бывшему руководителю Черноморэнерго, при которой эта ферма там появилась, и не одна. Мощности советские были на этом заводе. То есть вы Приехали, говорите, что установили. мощности были, поэтому Это установили. конечно. Но вы же отрицаете, что при вас майнинга не было и потребление в связи с этим не Кристина росло. Константиновна, в рамках Нет, потребления этого объекта и всех Аслан остальных Георгиевич, в майнинге я в вам мой период передам- времени было всего лишь 20 мегаватт. Я вам передам ваше обращение, где вы пишете Кристина письма Константиновна, о введении правильно. чрезвычайного положения Конечно, в связи с конечно. дефицитом электроэнергии и Правильно. незаконным потреблением При электроэнергии, потреблении связанной с 2 майнингом. миллиарда киловатт-часов, а Нет. сегодня 3, вы представляете? Нет, дело не в Поэтому этом. население без света. Дело не в Вот этом здесь вот сейчас. вееры, 11 месяцев в веерах мы жили, Кристина Константиновна, в Есть, 21 году. да. 11 месяцев А в я веерах. расскажу вам про веры, Свет- которые при вас водились. Светлое будущее здесь на Я веры, а я веры. Очень-очень, давайте А по я могу очереди вам говорить. статистику ваших верных. Они здесь все- 2015 год. Они здесь Один все- муж. 2015 год. Веры в мой период времени. 2015 год. В связи с необходимостью при перегрузе Че-Гевары вводились периодически, но речь шла максимум о 10 днях. 2016 год, Максимум? 20 дней. Так. 20 дней, 2 плюс 2, 2 часа ночью, Так. 2 часа днем. 2017 год, в случае, если перегруз Так. Че-Гевара. 2019 год, 6 дней, 4 часа в сутки. Так. 19 год, я уже, извиняюсь, 19 год, это было 3 часа Да. в сутки, и речь шла дней? всего лишь о 6 днях, 6 дней. И 2020 год, речь шла о 3 днях, Да. 2 плюс 2. Совершенно Теперь верно, совершенно вы верно. сейчас хотите сопоставить худший мой год в 20 дней, вы заметьте, с 11 месяцами Вы вееров. сопоставляете несопоставимые вещи. Объясню почему. Аслан вы не Георгиевич, не смотрите, надо отрицать очевидное. понимаете, как Мы они- говорим о накопительном Кстати, эффекте. есть еще одна вещь, Кристина Константиновна. Аслан Давайте Георгиевич если бы- только плавает. Если бы не было бы вееров, то потребление Абхазии было бы 3,5 миллиарда. Совершенно верно. Но не 3,5, возможно, меньше. Ну, о чем вы говорите? Столько Дайте возможность- ограничения не Очень сэкономили. развивать дискуссию у Аслан вас. Георгиевич, Хочу мы можем остановить сравнивать это эти как-нибудь, если цифры можно. бесконечно. Так это ж Но факт. вы не имеете права, вот откровенно вам говорю, как руководитель, который 6 лет возглавлял компанию, и исключать обстоятельства, при котором майнинг развивался непосредственно в ваш период. Слушайте, я вам только что Вплоть до обосновал, июля что это всё 2020 года. То есть вы хотите сказать, что все, что было до июля 2020 года, не имело никакого воздействия на последующий Кристина период? Константиновна, Но это же не объективно. уважаемая, Но это же не уважаемая, вы нас объективно. знаете, вы нас чуть-чуть ставите в ситуацию, когда Можно я
все-таки, когда показать. разговариваю, Есть я такая все-таки возможность? говорю Уже сейчас с... устно сказали. Я все-таки говорю сейчас с министром экономики, с вице-премьером, а не как с дамой и так далее. Вы поймите. Я да, поэтому эту ситуацию. принимаю в данном случае ситуацию. Вы Можно я поймите, тоже да, скажу? ситуацию? И вопрос заключается в другом. Все-таки я бы вас попросил на цифры ориентироваться, А я а как не раз на лирические нет. отступления. Вообще Вы мы о понимаете? лирике не говорим, И еще, это мне не свойственно, и еще Александр вопрос. Георгиевич. Я Когда вы говорю о говорите, цифрах, когда и вы вы говорите, что исключаете. рекламировали, Да, конечно. рекламировали майнинг. Я хочу вас тоже напомнить одну вещь, а потом те люди, кто этим занимался, да, как вы это говорите, они, наверное, ответят сами. Конечно. Да? Речь шла о создании криптовалюты, а не майнинга. Да. Но, тем не менее, эта тема не моя. И рекламировали не то, что нужно майнить на территории Абхазии, а создавать национальную криптовалюту. Да, но за счет чего? Я, А при чем тут? я За очень За счет вот этой извиняюсь. презентации. Мы 45 минут. Это не ко мне. Вы ее не читали, Нет. а я вам рекомендую. Я был, кстати, А я вам рекомендую ее почитать. У нас тема сегодня майнинг Вы или... настолько были убедительны, самое когда вы, кажется, У нас очень рекламировали, много что проблем. Когда новая власть Да. пришла, Давайте она настолько вернемся вам поверила к обсуждению в светлое всё-таки. будущее с майнингом, что она узаконила. А мы сейчас про Все, них требуем. давайте майнинг. Понимаете, сейчас договорю. Гарри Гурамович, я надеюсь, вы Да, тоже хорошо. не о Давайте майнинге Гарри будете Гурамович, говорить. пусть просто. И просто мы должны, не, мы обсуждаем можно сегодня я- что? Я Развитие предлагаю этой говорить. Кристина отрасли. Константиновна, последнюю фразу, если дадите возможность, не во время эфира, а сейчас в рамках моего повествования. Значит, во-первых, поставили энергетиков, которые днем и ночью трудятся. Они действительно трудятся очень серьезно в ужасные условия за эти 3 года. Это первое и второе. эти не 3 И года, первое и за эти второе. 8 лет. Первое и второе. Первое и За эти второе. 8 лет. Первое и второе. Второе заключается в том, что вы сейчас изыскиваете 900 миллионов рублей только по этому году. Я, насколько разобрался в ситуации, у вас есть какая-то часть социального перетока в следующем году, но не факт, что вам этих денег, что этого количества вам хватит. Я так это понимаю? Но этот вопрос Да, обсуждаем. соответственно, Мы речь идет понимаем, не что о данный 90, не о 900 миллионах рублей, которые может потерять Абхазия, а речь идет о еще большем. Тогда вопрос к вам, как уже к министру экономики. Вы сверстали бюджет, и в бюджете есть четкая статья на расходы электроэнергии 150 миллионов рублей. Это не Почему на вы расходы. заранее не предусматриваете в бюджете? Вы знаете, что следующий год и зима будет тоже сложная, что вы точно без перетока не обойдетесь. Почему вы не предусматриваете деньги? То есть почему в бюджетном законодательстве мы не закладываем те... Я считаю, что вы и сейчас поздно занялись перетоком. Почему не было неверных отключений? Да? Почему вы хотя бы не экономили эту воду? Почему вы не общались с населением? Почему мы накануне узнаем, что перетока нет? Здесь очень много вопросов. Соответственно, вопрос вам. А я В чем могу вам проблема? такой же вопрос задать. Не Аслан. надо, вы ответьте, вы Нет, сегодня я несете отвечу за на это. этот 900 вопрос, но миллионов вам рублей задам за вопрос. 1 год. Позвольте, Я пожалуйста. могу вам напомнить, что вы аналогично. Константиновна, Да, вопрос нет, отвечает. нет, Подождите. послушайте, мы же не... Мы вам говорим продолжите. сегодня, вы что планируете Кан Валерьевич, сегодня? о прошлом дорогая начали моя, вы, я и вы о извиняюсь, прошлом диалог подождите, ведете. Я подождите. должна ему парировать. Нет, Нет, мы я говорим, что я вы сюда. вынуждена дать ответ. Какой Аслан ответ, Георгиевич, слушайте, о том, что в республике дефицит, вы писали за месяц до того, как наступал этот период. За полтора месяца. Да, я могу вам, вы просто почитайте сколько свои совещаний обращения. я проводил с лета? Я, знаете, я не участвовала в ваших Кристина совещаниях Константиновна, и не вы могу за это 3,5 комментировать. года, Я в данной ситуации министром говорю о экономики. конкретных Чем вы вещах. пришли в парламент? Ой, она одна, Можно? пожалуйста. Я извиняюсь, Чем вы пожалуйста. полезли? Кан Валерьевич, Кан Валерьевич, вы не Где дадите- вы, Кристина Константиновна, вы успешно поняли? договоритесь. Я вашу Вас пози- здесь строят, Можно, давайте пожалуйста? мы Тогда будем надо друг было друга пойти с уважать. тем, с кем надо. Я Можно хочу сюда ему вставить? парировать. Я Нет, не- я обязана я не ему буду вам парировать, мешать. потому что вы, к сожалению, Кристина действовали именно Константиновна, я не так. буду вам мешать. Вы писали за полмесяца, за месяц до начала перетока. Я не помню, что вы бежали в парламент за тем, что в бюджете эти деньги предусмотрены. Поэтому я у об нас этом был не не помню. 11 месяцев, У вас а другая всего лишь 20 ситуация. дней У вас другая Кристина ситуация. Потому что мы У вас с была... майнингом боролись. Вы не боролись с майнингом. К сожалению, вы не боролись. Во Если вы время боролись, у выборов нас и такой после ситуации выборов не было. ездили по районам, Нет. и президент не говорил о том, что он легализует майнинг. То есть вы боролись с майнингом. Скажите, пожалуйста, сколько приборов учета, будучи генеральным директором Черноморэнерго, вы установили? Порядка 2000. Каких 2000? В рамках У нас, когда вы инвестпрограммы пришли в порядка компанию, 900, вы когда и всё пришли в остальное, компанию, в городе Сухуми и в других регионах в общей сложности стояло порядка 18 тысяч приборов учета. Когда вы уходили, сколько работало Я же вам приборов говорю. учета? Кстати, когда я был назначен, приборов учета из 11 тысяч установок
установленных не работало порядка 5. А чего вы их не отремонтировали? А чего вы не отремонтировали? Порядка 2000. Ну? Устанавливали их, меняли и еще То есть за 6 лет вы считаете большим героизмом, что вы установили 2000 приборов? Извините, пожалуйста, я могу вам поднять сказать, тарифы что в 3 2 раза, года, поднять тарифы в 3 раза. что за 2 года, Кристина за 2,5 года мы установили уже 21 тысяч приборов поднять учета. тарифы в 3 А раза. вы за 6 лет установили 2000, и вы мне говорите, что вы боролись с майнингом? Платить повышенный тариф, Да. повышенный тариф, я утверждаю, потому что когда я уходил, мы рассчитывали экономически Вы же обоснованный кандидат тариф. Какой? 0,55? Нет, рубль 20 для физических лиц, и то не сразу. Послушайте, Аслан, А то, что вот здесь вы у меня лежит приняли, ваше это письмо повышенный в адрес тариф. премьер-министра Республики Это повышенный. Абхазии, Там где вы написано без предлагаете генерации, от без того, без от другого. нуля, от 56 копеек до 94. У меня к вам Правильно. вопрос. Без Почему не генерации утвердили и без тарифы? перетоков. Нет, вы мне скажите. Это вы ко мне вопрос Конечно, задаете? конечно. Я утверждаю. Да, вы же здесь что, не уверены. знаете, что- Почему? Давайте Я задаю сегодня вопрос. миллион Вы жителей. начали с Директор прошлого. Что Черноморэнерго я не не понял? устраивает. Ну а почему вы здесь историю не пишете, обосновали? Нет, а вы знаете, что мы инициировали вопрос повышения тарифов, зная, что это непопулярная мера, мы на это Константиновна, вы пошли. 900 А вы своим Кристина бездействием привели ситуацию к Всё, мы абсурду. Вы поняли за 6 лет вашу позицию. даже на 10% тариф не Кристина подняли. И Константиновна, вы мне мы будете поняли. говорить, что вы боролись с майнингом. Виноват Аслан Басария. Я говорю в Это целом. Мы поняли, что Аслан Басаров был все плохой. виноват. Вы считаете большим достижением 2000 приборов учета? Я вас, Аслан Георгиевич, но они вам не получается, что вы нравятся. только... Ответьте вас. Да, вашему коллеге дайте слово, мы перейдем на другую тему. Гарри Иванович, пожалуйста. Поверь мне, хуже. Гарри Иванович, мы поняли, что Виновного Аслан нашли. плохой руководитель был. Виновного Мы нашли. до сих пор... Давайте не будем уходить от темы. Экономики вы тоже не очень справляетесь со своими делами. Давайте вы тоже Да. Ну, выскажете. здесь уже вы столько, даже сложно чуть по дорожной включаться, карте столько, тоже. По дорожной столько карте. обвиняете По друг дорожной друга. карте, Кристина да. Константиновна, у вас это успешно получается, хотя без фактов, огульно. Вы виновных вы нашли, слава богу, что мы вместе. Аслан Басарев виноват в том, что такие проблемы у нас в энергетике. Я что хочу сказать. Вы вот в вашем начальном выступлении, в обвинительном, как всегда, вот, Это обвинительная речь была у Кана Валерьевича. Да, Вы кое-что хорошо. путаете. Ну, у вас, Я у вас в то же данном самое. случае просто Кан Валерьевич отвечала тоже, на вопрос. и он имеет право. Вы на вопросы не отвечаете. Я вы отвечала на обвиняете. вопрос. Он имеет право обвинять, он депутат. Обвинять имеет право только он прокурор. оппозиционер, и выдвигать какие-то свое мнение, и кто имеет право, мы знаем. Теперь перейдем к другому все-таки. Понятно, что Аслан виноват, Кан плохой человек. Вот это ваше выступление, я уже вот не хотел об этом говорить, вот когда вы легализовывали в 2021 году на заседании Черноморэнерго, именно вот этот текст вы озвучивали, что неправильно шла работа, что там 600 миллионов мы потеряли и так далее, мы легализовали, потом в парламенте вы нам 10 раз это говорили, потом во всех эфирах вы говорите одно и то же, потому что аргументов на самом деле столько нету, чтобы по-настоящему апеллировать фактами, при всем уважении к вам, и вы пытаетесь просто увести от себя вину и на прошлую власть. Ну, не получается, 3 года вы находитесь у власти, не лично вас это касается, не надо сейчас меня перебивать, дайте мне договорить, пожалуйста, времени мало осталось, вы все выговорились, теперь говорю я. Процесс легализации майнинга, это самый главный вопрос, не опять майнинг. Вот сейчас сегодня, Я на знаете, сегодняшний что предлагает Нет, оппозиция? Вы я щас много скажу, говорите я щас скажу. относительно того, что было. Вы Да. скажите, что вы Теперь, когда мы предлагаете. Теперь я хочу власти, продолжить. мы Когда разберемся, Просто мы что целый час о майнингах говорим о том, майнинг что самая было. главная проблема. Я Кан Валерьевич, понимаю, можно, пожалуйста, давайте друг друга Гурамович, послушаем. понимаю я, но... Вы на этот шаг, когда шли, Кан сказал, что не было мощности, все это мы 10 раз говорили. Мы говорили, тоже предупреждали вас, звали, что это нельзя делать. Хотя депутаты провластные, как говорится, которые поддерживают эту власть, они были против постановления о запрете. Если вы помните, оппозиционными депутатами это постановление было принято насильно. Некоторые провластные депутаты, можно даже взять данные, голосовали против этого постановления. Хотя, если взять вообще вопрос в целом, это же для России тоже вопрос важный был, как-то от этого избавиться, чтобы нам не помогать постоянно. Мы же еще и портим отношения во взаимоотношениях, постоянно с протянутой рукой, наверное, не совсем хорошо стоять. Это рабочий процесс, да. и то отношения И вот не этих в рамках гармонизации 46 пунктов, помните документ? 45. Вот, 45, да.
Он там 5-м или 6-м пунктом запретом майнинга был вписан. Это как бы сторона российская этого требовала. И когда мы Нет, этот вопрос кстати подняли, говоря, не так. именно так было. Не Не так. перебивайте, именно так было. Не Мне так. это больше известно, наверное, я там с этим документом работал. И за это постановление голосовали только оппозиционные депутаты. Насильственным путем заставили их запретить. Они нас приходили, убеждали, Иван Валерьевич, вы, может, помните, приходили, говорили, какая-то роскошь, как это хорошо, что есть свободные киловатты, что мы будем зарабатывать 600 миллионов в год. В итоге получилось по факту совсем другое. Мы теперь одно и то же нам приходится говорить, чтобы доказать элементарные вещи, о которых мы уже говорили долго. Теперь я пришел к выводу, так как вы, Кристина Константиновна, не признаете, что это была ошибка, что это вы все правильно делали, я тогда понимаю, что власть целенаправленно, умышленно все это дело, мы об этом говорили, подозревали вас, что Вот это и, диверсия. пожалуйста, Теперь говорим Я с должна ему ответить, с потому что полной он говорит уверенностью, неправду. что Он власть, говорит неправду. Я должна ответить. что власть это дело целенаправленно, и вы разрушили энергетику, не лично вы, все вот акторы этого процесса, они разрушали постепенно, довели до того, что сегодня у нас долг за 1-3-4 месяца нам надо 900 миллионов заплатить. Это же страшная цифра, мы же улыбаясь друг друга говорим, согласна, что и раньше платили, и позже платили. Не в этом дело, что мы платили раньше. Сегодня у нас бюджет собственный сколько миллиардов? 8 примерно, да? 3-4 миллиарда, если мы за все будем платить, не за миллиард киловатт-часов, если нам придется платить за зиму, половину бюджета нам надо отдавать. Это же вообще полный крах, это банкрот государства, к чему вы привели в итоге. Теперь, если мы доказать это вам не можем, мы вам цифры показываем, вы цифры по-другому видите. Мы в прокуратуру обращались по разным вопросам. Здесь вы вспоминали, что вы счетчики поставили, правильно? 20 тысяч, и с таким успехом вашим. Это правда успех. Да, я сейчас вам напомню этот успех, как закладывались на это деньги на счетчик. Вы, наверное, забыли, Кристина Константиновна? Нет, я присутствовала при этом. 100 миллионов рублей закладывали на счетчики, приходили представители Черноморэнерго, представители Кабинета министров, говорили, что это необходимо, не надо это делать, мы сами с этим справимся, что и вопрос от Че-Гевары касалось. Насильно поправками в бюджет в первый год мы 100 миллионов, во второй год 150 миллионов, первые 100 миллионов в итоге нецелевым образом были использованы. Нет, не можете пока. Почему? Мы отправили в прокуратуру именно по нецелевому использованию. Там не 100 миллионов было, вы сейчас... Вы на тот период считали, что лучше отремонтировать, купить какой-то трактор или там Салхино, у вас какие-то проблемы появились, и счетчики покупать, вы считали, что это нету никакой необходимости. Сегодня самым главным вопросом является прибор учета, потому что они только результат приносят. И поэтому мы за них столько и говорили, но вы нас не слышали. Мы написали президенту план вообще, не который план мероприятий и это дорожную карту, которую вы пытались... А что в вашем плане мероприятий написано иное? Вы просто поменяли местами мероприятия, которые прописаны были в нашем плане не было самого главного изменения в закон об энергетике, чтобы ее распродать, а оставить ее национальной. Мы об этом поговорим. Потом, да, поговорим. Второе, что было в нашем плане, мы своими деньгами могли по 200, по 300 миллионов ежегодно вкладывая, выходить на хорошие результаты. Но это вы отвергали. Вы не хотели с этим вообще это слушать даже не хотели. Ни президент, ни премьер-министр, ни лично вы, ни руководители Черноморэнерго. Сегодня вы можете обвинять Аслана, но всем известно, кто виноват во всей этой ситуации. И самый главный вопрос, почему мы должны нести ответственность перед людьми и за то, что мы делаем, потому что без этого невозможно строить государство, двигаться вперед. Если чиновник что-то сделал не так, лучше всего ему признаться в этом, чтобы дальше не носить вред обществу. Но этого не происходит. Значит, если это не было ошибкой, значит, вы умышленно, целенаправленно это делали. Я глубоко в этом убежден, что Аслан Бжане вместе со своей командой делал это на протяжении 3 лет. Вас, может, заставляли это делать, я не знаю. Но он это делал целенаправленно вместе с Кабинетом министров и
успешно, как сегодня мы понимаем, успешно это проделал. Теперь, что касается 900 Давайте я миллионов... все-таки отвечу. Нет, вы здесь затронули 5 направлений. Я же да, должна вам ответить. Вы записывайте. Я запомню, мне я ни разу не перебил вас, если вы заметили. Я прошу вас не перебивать меня. Можно так сделать? Да, конечно. Теперь, что касается 900 миллионов. Что такое 900 миллионов? Я хочу, чтобы наши граждане понимали, потому что цифра 900 миллионов такая заоблачная, что люди даже не понимают, чего лишаются наши граждане. Кстати, вы очень любите считать вот эти недополученные возможности, которые у нас были. Я, в принципе, люблю считать, Вот не только вы считать любите, и я тоже люблю считать. И вот за 900 миллионов что мы могли сделать для наших граждан? Допустим, если взять город Сухум, вот у нас 20 там самых основных больших улиц, это 20 улиц, готовых под ключ, с канализацией, с ливневками, с бордюрами, тротуарами, вот полностью. Вот как, ну, вы эту тему хорошо знаете, вы занимались прокладкой водопровода. Да, когда если вам известно, что вы можете мне, как здесь всем остальным, что-то предъявить по этому вопросу, я жду этого. Да, вы знаете, как мы работали. Теперь, что касается города. Да, вот вы лишили, сегодня власть лишила возможности детям ходить по хорошим тротуарам, людям ездить по хорошим дорогам. Это ваша заслуга конкретно. Если взять на Чемчирский район, перенести вот 30 сел примерно в Чемчирском районе, да? Вот можно было за 900 миллионов все электрохозяйство Чемчирского района на низком уровне поменять. Это трансформаторы и линии. Это с условием распределить низкие там трансформаторные узлы. Все поменять, это учитывая с тем, что уже сделано. 900 миллионов хватило бы. Можно было водопровод вообще закольцевать. Я много говорил. Нет, вы очень много дайте говорили. мне тоже слово сказать. Пожалуйста, снимайте, прошу. Я договорите, пожалуйста, только очень коротко. Да, мы все. очень отошли от темы. Вот этих просто додумываем, договариваем. Вы лишили больниц детских, школ, садов. Вот за счет собственных бюджетов, оказывается, абхазский бюджет может располагать такими суммами, чтобы улучшить жизнь гражданам. Но вы этого не делаете, потому что в период, когда у нас, вот мы же планируем год, да, вы знали, что будет зима. Вы знали, что будет переток, про все это знаете. Что вы делали в этот период? Вы, не хочу какие-то слова говорить, которые могут вас обидеть, ездили на форумы, летали на чартерных рейсах, красовались, покупали очень дорогие автомобили, планировали купить еще в 2024 году. Министерство обороны на 50 миллионов еще хотело купить. Сейчас давайте сейчас не будем. Теперь я не позволю. Ответьте, мы больше часа серьезное обвинение звучат. Константиновна, ответьте, пожалуйста. Да, я коротко отвечу. Если вы не по теме будете говорить, я просто буду выключать микрофон. Это подходы к энергетике. Я хотела услышать. В энергетике власти, которая привела к таким последствиям. Теперь вы хотите спросить, что надо делать? Да, мы для этого сначала я отвечу, потом будем говорить. Нужно было расписано на бумаге несколько раз, там лежит, и перед вами, наверное, лежало, у премьер-министра лежало, у президента давайте лежало. Кристина Константиновна ответит, и вы Велосипедов придумывать не надо. Надо просто честно относиться к своей работе, к своим гражданам, ценить то, что мы имеем, чтобы не потерять. Вот чем надо заниматься, Кристина Константиновна. Спасибо. Мы вас услышали. Кстати, я позволю ответить. С учетом того, что вы ставите приборы учета, да, в таком количестве, у вас почему-то падает собираемость. Причем катастрофически. Собираемость влияет тариф. Но я сейчас об этом скажу. Ладно, давай я так. Коллеги, вас это майнинг, это тариф. Кристина Константиновна. Я должна ответить. Я считаю, самое главное, что я вот просто столько говорил, чтобы пересохло. Вот подобной ситуации в любой нормальной, даже не совсем нормальной стране, чиновник извиняется, если это не какое-то там уголовное дело, просто уходит. И вот из-за того, что вы сегодня находитесь, вот эти люди, которые все это легализовали, невозможно решить с населением вопрос, потому что это несправедливо, когда ты наказываешь людей, а себя ни в чем ограничить не хочешь. Вот это главный вопрос. Для того, чтобы выйти из кризиса, обязательно надо понести наказание, ответственность за все, что вы натворили. Вот что я вам хотел сказать. Остановите, пожалуйста. Нет, ответит Кристина Константиновна. Я должна ответить. Нет, я должна ответить. Нет, я должна ответить. Вы будете обращаться за деньги. Я прошу ответить. Дайте ответить. Я сначала ответить. Нет, вы все втроем задаете вопрос, Кристина Что мы Константиновна. должны сделать? Да.
Вот Да. я последний раз, Мы- когда Кристина Константиновна к нам спускалась, я сейчас сказал, уйдем на рекламу. раз Дайте ответить. мы уже столкнулись с тем, Нет, что я у нас отвечу сначала. проблема будет, и за переток придется уже платить, это оказывается уже не дармовой, дайте я договорю. Я предложил Кристине Константиновне, вот на следующий бюджетный год вы какие-то приоритеты имеете, какие-то направления, которые нам поможет выйти из этого кризиса энергетического, да, непосредственно. Сейчас о чем говорю? Ну, из тех, кто не посвященный, должны понимать, ну, такая есть, значит, цифры, когда, значит, постройка, что вы сейчас... На рекламу. На рекламу уходите? Ну, вы не даете ответить, мы больше часа в эфире, просто я могу тайм-аут. Сейчас я Вы просто договорю. одно и Он то же 5 говорим, вопросов говорим. поднял. Нет, подождите, пока ничего. Подожди. Сейчас у нас есть запись? Сейчас пока идет запись. Ну, Пока мы в дайте эфире. договорю я. Мы не успеваем. Галя, пожалуйста. Вы Я о друг чем друга говорю? тоже Сегодня мы перебиваете. 900 миллионов хотим с бюджета Зачем оплатить. книгу читать? Слушайте, Вот здесь есть презентация, за которую просто стыдно должно быть. Но слушайте, это мы- не об этом, это не об этом. Съемка Зареб, слушай, давайте, я понимаю, что вы девушка, мы все вас уважаем, но давайте чуть-чуть им уважение друг к другу тоже проявим. Мы сейчас можем значит, Я хотела, хочу чтобы ответить, Кристина потом на Константиновна рекламную паузу ответ, уйдем. потому что мы потом уйдем, а так от нас, я цахцу-то дыра-тараса, там... Значит, по поводу, как вы говорите, гармонизации, по поводу гармонизации дорожной карты. Вы в темах... В чем проблема? так Почему всё я не могу точно. ответить? Вас это как-то унижает? Ну Ну тогда дайте я отвечу. Дайте я хочу отвечать, вы не даете. Нет, я не собираюсь никого обвинять. Я в данном случае должна ответить. Давайте мы поговорим. Давайте я вам Мы отвечу. пришли к инновациям. Давайте я отвечу вам все-таки. Или вы не 900 хотите, чтобы миллионов я – это хорошая ответила? инновация. Давайте я... Вы, кстати говоря, не очень хорошую тему подняли. Я вообще о ней не собиралась говорить по поводу денег, да, в данной ситуации. Что касается гармонизации дорожной карты. Кстати, вы ее, судя по всему, невнимательно читали. Там не говорится о запрете. Там как раз говорится о регулировании майнинга и определении порядка заключения договора. Вы внимательно почитайте. Теперь, что касается вашего плана мероприятия. Ваш план мероприятия внимательно читала. Он фактически выстраивается из 3 основных вопросов, которые есть в нашем плане мероприятия, который утвержден на 1,5 года раньше. Это приборы учета, это обоснованная тарифная политика, и это, соответственно, обеспечение возможности инвестиций давайте в на тарифах энергетику. Нет, остановимся, на давайте, тарифах остановимся. слушайте, ну что вы в Если вы самом не деле? считаете Дайте я разницы отвечу. в нашей дорожной карте, где социальный тариф остается социальным, и при вашей дорожной карте, когда вы коммерческий тариф народ вводите, это просто кощунство. А я хочу, чтобы вы этот Я вам вопрос говорю, задали что- бывшему я вам говорю, что в рамках руководителю Черноморэнерго. в рамках Какой тариф 1 должен рубля, был быть? в рамках Сколько 1 у вас рубля. потребителей при вас было Хватало физических всё лиц? это делать. И вы Вам- хотите сказать, что при 40 копейках оставлять социальный В рамках, тариф да. и за счет 40 10%? А копеек. сколько? В рамках 1 рубля. А Рубль сколько? 20. И что? Рубль Вы 20 хотите этого сказать... для физических лиц полностью Мы вам достаточно, гарантируем, что это так. чтобы содержать Тогда- энергосистему. Правильно. Кристина Константиновна, у вас тарифы фактически российские. Там, где платят Нет. за генерацию, там, где платят за генерацию, Где еще там, майнинг, где масса криптовалюту бытовых включать? надбавок, там, где поразительно не просто. государственная энергосистема. Это поразительно Кстати, я бы просто. хотел бы вам тоже Аслан задать Георгиевич, вопрос. нет, Кристина слушайте, вас Константиновна. Ну, я 3 подожду, человека, пока вы мне не ответите. даете ни на один вопрос Вы нам ответить. тоже не даете. Нет, я Вы должна перебиваете. отвечать. Я должна отвечать. Отвечайте. Я сейчас отвечу по Вы тарифам. задали потому мне что- вопрос, я поэтому... Нет, вопрос вы мне задаете. Не, вы сказали. Вопрос вот, вы мне поинтересуйтесь. задаете. А я говорю, что этот вопрос можно Я адресовать считаю, к что Аслану тарифы вы Басаре. не имеете Аслан права Басаря, дальше будучи поднимать. Нужно руководителем... мораторий вводить Нет, на я поднятие отвечу тарифов, вам да. на вопрос. Вы Мой звездный имеете час. возможность выслушать. Аслан, вы говорите, Аслан Георгиевич, вы говорите, что тариф должен был какой быть? Рубль 20. У нас какой тариф сейчас? Сейчас? А через месяц какой? Сейчас, а через месяц... Нет, я спрашиваю, Рубль какой 20. сейчас тариф? У нас Рубль сегодня фактически тариф 2 рубля 70 копеек. Для населения. Я еще раз говорю. Я говорю для фактически населения. Тариф поднят вами в 2021 году до 2 рублей 70 В копеек. течение 6 лет.
Извините, пожалуйста, течение в 6 следующем лет. году И я тариф отвечаю будет на рубль вопрос. 40 Рубль и 60. рубль 80. Да, а в Рубль чем 40 проблема? и Вы же рубль говорите, что надо было рубль 20 А делать что, в 2019 20 год не году. наступит? Чего же вы Я не сделали я тогда? сказал, что постепенно надо было прийти к рубль 20. Так мы а вы постепенно и постепенно приходим. приходите к 2,70. Правильно, потому Что что, значит он правильно? обоснован. Он потому что, завышен. потому В Слушайте, России платят за уважаемые генерацию, Кан Валерьевич. В России все коммерческие организации внутри энергосистемы зарабатывают. Здесь это грабят народ. Нет. Это факт. Аслан, это популизм. Это Чистой факт. воды популизм. 2 рубля 70 это копеек чистой это воды ограбление популизм. нашего народа. Вот именно такой ваш можно подход вопрос? привел к этой ситуации. Можно вопрос? Потому что вы не смогли подход убедить привел. правительство республики в тот период, что надо было включать механизм повышения тарифов хотя бы на 10 копеек. Если вы за 6 лет поднимали бы на 10 копеек, сегодня ситуация была бы другая. И доходы в Черноморэнерго были бы в 2 раза больше. Защита это нападение. Нет, Доходы в нет, Черноморэнерго я по лишь- проценту собираемости были в разы выше. Потому что Извините, у вас тариф был 40 до копеек. 57% У вас тариф доход. был 40 копеек. Ну У что, нас лучше тариф понизить, рубль. повысить тариф А у и нас меньше выхода собирать? другого нет. Если мы в данной Как нет, ситуации не Константин, будем... а что значит нет выхода? В чем у вас что вы просчитали? Слушайте, уважаемые Вы как не коллеги, приходите, какая выручка вы в парламент Черноморэнерго была приходите при только вас? деньги просить. Я а что хочу о деньги цифрах. взамен При вас какая выручка В районе была? Вы как министр экономики. Вы хотите какой сказать, выход что вы- имея- Где тариф был 40 И копеек. вы хотите сказать, что имея 57-55% Аслан, я собираемости. хочу прямо Вы задали вопрос вопрос. задать. Выручка в 300 миллионов обеспечивает содержание компании? Ответь на вопрос, если у конечно, тебя... конечно, какая нет. зарплата при вас была? При Фонд мне заработной зарплата платы. была, ну она сейчас увеличилась, я согласен. Ну и сколько на Что зарплату значит вы фонд? должны были На зарплату платить? мы приблизительно платили А под сколько 200 бензин 180 сейчас стоит, где-то миллионов. Кристина? 180 миллионов, Да. и 180 миллионов ты хотел Сколько содержать бензин электроэнергию, сейчас стоит? электроэнергетику страны. Стоп, Кристина Каким Константиновна, образом? не вводите Скажи, в пожалуйста, заблуждение это абсолютная наших правда. телезрителей. Я сказал не так. Я сказал, что не нужно было оставлять 40 копеек. Так почему, не повысили? Стоп. Конечно, нужно было поднимать тариф. Да. Нужно было поднимать. Да. Тариф поднимают по должности, я вам секрет открою, такие, как вы, люди по статусу, это министры экономики, курирующие, это кабинет почему? министров и так далее, и так далее. Либо есть разные подходы в государстве. А тогда Либо вы мне государство скажите, дает мне деньги из скажите, бюджета. это было правильное решение, что в течение подождите. 6 лет Вы тариф мне не задали трогали? вопрос, я отвечаю. Ну? Либо бюджетируется государством, и тогда остается социальный тариф, Так. и так далее. Либо тариф потихонечку поднимается. Вы правильно говорите. Теперь, Правильно я говорю говорите. о том, Так чего вы это не я использовали? говорю о том, что рубль 20 должен был тариф рано или поздно был поднят. Так. Но то, что он поднимается до 2 рублей 70 копеек, это грабительский тариф. А вы посчитаете, в необоснованный. 2004 последний Я раз считал, тарифы да, поднимались всё. в 2012 А при чем тут, году. когда они 11 поднимались? лет тариф не менялся. И вы Во хотите всяком сказать, случае, что кто-то в периоды, грабит? когда Это абсолютный 40 абсурд. копеек, когда 40 копеек То есть был 5 тариф, тысяч в месяц когда платить 40 это не копеек грабеж, был да, тариф, да, за квартиру? когда 40 копеек был тариф и собираемость была Я 57%, на паузу процентов, Сейчас. 11 месяцев в вере страна не находилась. Аслан, Аслан При 40, Георгиевич. при 40. Аслан В Георгиевич. вере она находилась Вы о чем говорите? неделю, Аслан, 10 вы- дней в основном. Аслан И один раз Георгиевич, было так, 20. уходим на паузу. Вот Ну вам это же абсолютно картина и неправда. ситуация. Вы Как неправда? ничего не Уходим. предприняли за Мы 6 больше лет, чтобы сейчас. спасти энергетику. Правда, вот здесь Вы хотите с расписаны выручкой в графики, 300 Кристина миллионов Константиновна. Я что энергетику?
Сейчас позволите, если на правах ведущей я задам вопрос сегодня. Мы собрались сегодня обсудить энергетику Абхазии, перспективы развития, ваше видение, да, мы для этого сегодня пришли. Коротко, мы 1:20 в эфире, из них 50 минут мы говорили о майнингах. Как это было? Понятно, что есть у нас сегодня. Что делать? Аслан Георгиевич. Нет, я хотел бы как раз таки именно что делать сейчас именно и сказать. Значит, сегодня ситуация так складывается, что монополия на нарушение закона, на беспредел только имеет, оказывается, власть. Они сегодня монополизировали беспредел и именно нарушение всех существующих законов, только они этим занимаются. Теперь касаемо, что делать. Оказывается, для себя, значит, уже за 1,5 года, находясь в парламенте, я узнаю, что мы можем, оказывается, в раз вытащить, значит, с бюджета 900 миллионов. Тогда давайте, может, я какие-то сейчас цифры могу чуть-чуть путать, но у нас есть 3 перепадных. Суммарно, значит, это где-то 120 мегаватт. Значит, в сухом остатке, если вот изначально брать, значит, на голом месте постройка, значит, таких объектов, каждый мегаватт обходится в $1 миллион. Значит, мы 900 миллионов можем потратить на переток, но при всем при этом, оказывается, мы не планируем на будущее, ничего не закладываем, значит, в бюджет, что мы за 900 миллионов, как минимум, я вам говорю, просто как минимум, мы, оказывается, могли восстановить одну перепадную и оставить его государственным. И все, что вырабатывает генерация, которая там будет, все отдавать, значит, потребление для населения или для страны. Но при всем при этом мы 900 миллионов готовы отдать, значит, российской стороне. Более того, Кристина Константиновна, последний раз я вас спросил, раз в такой ситуации мы складываем, уже, значит, сталкиваемся, какой у вас прогноз, что вы как министр экономики прогнозируете или собираетесь делать, чтобы восстановить, скажем, перепадные, или же найти и изыскать возможности в бюджете. Может быть, мы все вместе договоримся, как говорится, все ведомства, там, не знаю, все министерства, как-то, может быть, там, ремень перетянем потуже, и, может, какие-то, значит, возможности перенаправим на восстановление наших перепадных. И хотя и все это даже сегодня мы то есть потребность не покроем. Знаете почему? Потому что борьба с майнингом за 3 года показала, что потребление не упало. Значит, на 300 миллионов упало. На 300 миллионов за год упало. Более того, я еще раз хочу вернуться к меру ответственности. Так как мы этот вопрос так закрыли, последний раз я был у президента, я вопрос поднял, что у вас по Ачиваре? У нас там это нашумевшее дело. Я помню его выступление, когда он говорил, всех поймать, посадить. Там фигуранты все известны. Он говорит, ты знаешь, Канвалеш, это может занять 2, 3, 4, 5 лет. Это что за ответ такой был, я не могу понять. Я же говорю, это монополия на беспредел, понимаете? Вот беспредел порождает сегодняшние, значит, дела, которые, с чем мы сталкиваемся. Еще раз говорю, как министр экономики, Кристина Константиновна, как вы вообще планируете? Или вы считаете, что вы все, что могли, вы сделали, вам мешает старое наследие Аслана Басария, которое он вам оставил, и вы никак не можете из этого выйти. Скажите, пожалуйста, что предлагаете? Если честно, вот по перепадным, он правильный вопрос задал. Надо его тоже, я думаю, осветить. Это действительно актуальная тема, и он правильно говорит о том, что и здесь все коллеги говорили, что нам нужна генерация. И дефицит электроэнергии в республике, он в любом случае будет расти. Мы, допустим, решим вопрос с майнингом. Экономика развивается в республике. Нужны мощности. Мы не можем ограничивать, да? Да, Гарри Гурамович, вы так не удивляетесь. Вы так не удивляетесь. И я отвечу по поводу перепадных. Я отвечу по поводу перепадных. Вы на самом деле нельзя говорить неправды столько людям, нельзя постоянно говорить неправду людям. Может, это взяли, что вы считаете, может, вы мне все-таки дадите ответить? Вы мне все-таки дадите ответить? Вот смотрите, в парламенте, когда мы этот вопрос поднимали, вы говорили, что у вас есть запасы. Мы говорили, нету запасов никаких. Я говорю о перспективе, я говорю о перспективе. Перетока с других стран. Вот пришли к этому. Когда микрофоны выключают, дайте договорить. Страна развивается, и если у нас не будет источника генерации, у нас два варианта.
покупать придется. Вы что, хотите сказать, что у нас на перспективу 10 лет не будет дефицит? Значит, вы не знаете цифры. Я думаю, Аслан мне возражать в этом плане не будет. А вы спросите своего коллегу, который рядом. Дайте я отвечу. Давайте я отвечу. Вы говорили здесь, что я даже передергиваю, что я увожу. Мы не то, что на 10 лет, на следующий год бюджет не можем правильно запланировать. Давайте мы правильно спланируем. Кан Валерьевич, вот вы правильно задаете вопрос. Это, кстати говоря, одно из направлений развития. Да, в данном случае не развитие. Дайте и на один вопрос дайте мне ответить, потом дальше продолжим. Ну давайте как-то уважать друг друга. Вы не даете ответить на вопрос. Меня интересует очень сильно. Я иначе вопрос по Чегваре тоже отвечу. Я отвечу, вы не переживайте, я отвечу. Вы не нервничайте, время есть. Кан Валерьевич, что касается перепадных, ну это действительно так. У нас 3 перепадные, которые за 30 лет после войны так никто и не восстановил. Почему нам не восстановить перепадные? Правильно? Даже все 3 сразу. У нас есть предложение, есть инвестиционный проект, который в данном случае находится на рассмотрении в парламенте по поводу аренды перепадной ГЭС номер 2. Да. И сколько мы там будем получать как государство? Есть условия, по которым была определенная договоренность. Какую генерацию государство получит от этого? Скажите, пожалуйста. Договорит Кристина Константиновна. Подождите. В среднем от 80 до 100 миллионов, но это подтвердит только проектно-сметная документация. Есть условия. От 80 до 100 Я по объему говорю. Инвестор готов давать в течение определенного периода времени 20% в систему бесплатно, безвозмездно в счет арендной платы, и дальше 30%. Эти условия находятся сейчас, этот проект с условиями, которые там обозначены, вы по годам скажите, сколько 20% он будет в давать? течение 10 лет с момента ввода в течение 10 лет с момента ввода в эксплуатацию, значит, инвестор готов 20% электроэнергии передавать в систему, в энергосистему Абхазии безвозмездно. Дальше, но сегодня она не работает, Аслан Георгиевич. Почему вы за 6 лет ее не восстановили? Вы себя слышите? Вы 900 миллионов отдаете, слушайте, мы за эти деньги сами могли поставить. Она столько не может вырабатывать. Нам надо все 3 восстановить. И по этому пути надо идти. Давайте мы с вами этот вопрос будем обсуждать. И в парламенте будем обсуждать. У нас есть хороший пример. У нас есть... Мы за 900 миллионов 2 перепада. У нас есть хороший пример. Восстановленная гидроэлектростанция Сухум ГЭС, которая, кстати говоря, безвозмездно в республику, в энергосистему республики передает электроэнергию. Вам же об этом тоже вы известно. Имеете в виду сейчас, когда Конечно. 900 миллионов? Именно сейчас. Я общее говорю, общее. Нет, С момента ввода в эксплуатацию. Она отдает в энергосистему всю электроэнергию, которую производит? Я говорю не всю электроэнергию, я говорю, передает электроэнергию в энергосистему Абхазии. Вот я вам скажу, с момента ввода в эксплуатацию, хотя тут Аслан Георгиевич их не подключал к системе, даже тогда, когда просил переток и вводил ограничения. Но это ошибка большая была. Как менеджер компании, это была грубейшая ошибка. Подключил их, кстати, я. Да, и лицензию дали, но сколько на это ушло времени и потому сил, что нужно было технические условия выполнить. Ну, Аслан, я бы не хотела Кристина углубляться, при это всем будет не в вашу уважении, пользу. Вы постоянно обманываете, 290, нет, Зачем вы это нет, у меня, к сожалению, для вас у есть вас факты. есть такая привычка. 293 миллиона киловатт-часов Сухум ГЭС безвозмездно с 2019 года передала в систему электроэнергию. Это первое. Сколько передало? 293 миллиона киловатт-часов. За какой период? С 2019 года. Ну, там просто летом они производят больше, зимой меньше. Майнинга чуть меньше стоит, соответственно, они в параллели. Они безвозмездно передают электроэнергию. Если у вас есть какие-то данные о том, что они берут... Я в данном вопросе, что они... Может, взаимозачеты есть. Это договорные отношения. Вот они дали, в данной ситуации... забирают что-то, может, там что потребляют тоже, какие-то есть там вещи, может быть. Гарри Гурамович, я вам говорю о цифрах. Вы же здесь все хотите цифры вы говорите, слышать. Я вам говорю, 290... нам не нужно. Я это понял, может, в 3 раза больше Нет, забрали. они нам сейчас тоже дают. Ну, сейчас вы их попросили, да, у вас А вы катастрофа. отказывались от У вас того, катастрофа, что... у нас тогда не было. Что значит отказывать? То есть вы отказывались от электроэнергии от Сухум ГЭС, при этом писали письма о том, что нужно обеспечить республику в рамках Зимой Сухум ГЭС дефицита. производит малое количество электроэнергии, когда дефициты у нас есть.
А вы перетоки Зимой. летом не просили, вы Так зимой речь просили. идет о зимних периодах. Ну что вы сейчас тоже, вы, может, наверное, не знаете и не понимаете. эту Я ситуацию. знаю, к сожалению, для вас. В том числе Я техническую. поэтому много времени Кристина посвятила. Константиновна, у вас И в есть данной данные? ситуации, если инвестор аналогично Слушайте, мы уходим от ситуации. восстановит Кристина перепад, что в Константиновна, этом плохого? Я мы вам скажу, что 900 тысяч, плохого. если можем Она с вопрос бюджета задала. снимать. 900 Почему миллионов. мы сами не хотим восстановить? Объясните. Восстановление Это одной значит, перепадной ваше стоит понимание, около 3 миллиардов. вы такой серьезный менеджер, Кристина Константиновна, вы, оказывается, считаете, что мы можем снять 900 миллионов, заплатить чужому государству, пусть даже дружескому, но при всем при этом мы за эти деньги можем восстановить наши перепадные, но мы должны дать инвестору, который нам всего будет А сколько 20% стоит восстановление этой генерации перепадной? давать через 10 лет. Сколько Вы стоит кому это восстановление говорите? этой Слушайте, перепадной? кто это будет слушать? Сколько стоит Сколько вас нужно восстановление? терпеть? Вы должны понести ответственность все. Хватит это, знаете, передергивание, вот это, знаете, перекладывание. Аслан, что Аслан, если даже не отвалил делов, пусть с ним разбираются. Это Следующий было есть, прошлое. посадите человека. Я хочу жить сегодняшним, Кристина Константиновна, и хочу жить завтрашним днем. Вы пришли, сказали, что вы такие хорошие, пушистые. Где, скажите, вы успешные? Вот вашим, оставим энергетику. Вот вы как министр Нет, мы экономики, как раз где таки вы будем об успешны? энергетике Скажите, говорить. я Нет, нет, сниму, я скажу шляпу вам. не одеваю, ну скальп. Это сейчас неинтересно. И Я не... вам скажу, Где вы вы знаете, успешны? какой прирост государственного бюджета по собственным доходам за 3 года? За Даже счет с учетом увеличения- пандемии, Слушайте, даже с учетом пандемии, вы объем Вы ВВП щас- за 3 года за счет считаете? увеличения цен на товар. Это для обычного За счет обывателя. увеличения. За счет чего? Выше 60%. За счет чего? За счет увеличения цен. повышения, Вы даже не Каких умудряетесь цен? инфляцию как успех приводить. Ничего подобного. Я говорю не Это о текущих мастерство ценах. вообще. Я Я все, говорю с учетом Иван Валерьевич, да, Давайте вернемся к вот энергетике. ваши коллеги Давайте тоже вернемся просят к вернуться к энергетике. Кристина Наконец. Константиновна, как бы мы говорим о перспективах, в Да, том числе, давайте да, все-таки об этом. энергетики, да, и так далее, и тому нет подобное. пока. Я С просто, правительством, с этим я президентом просто хочу перспективы нет. сослаться на то, Вы видите сами. что видение в энергосистеме может продать. отличаться. Есть либеральный подход, это отдать, продать то, что мы сегодня видим в нашем государстве, я так считаю. И вторая составляющая – это социальное более-менее государство выстроить. Так вот, существует такая государственная программа социально-экономического развития Республики Абхазия на 22-25 год. Этой программы статус президентский. Разрабатывало Министерство экономики, но в том числе здесь участвовали ряд других министерств. Соответственно, здесь существует в этой же программе перечень мероприятий, значит, по сути, гармонизации, да, с Российской Федерацией. Вот здесь есть 5-м пунктом, очень длинный, да, значит, перечень, здесь 5-м пунктом звучит следующая вещь, извиняюсь, 2-м пунктом. Разработка и принятие нормативно-правовых актов Республики Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности республики. Значит, мы как люди все-таки грамотные, читаем следующим образом, что если речь идет об инвестициях, то фактически речь идет о разгосударствлении энергосистемы. То есть привлечение инвестора в электросетевое хозяйство. Здесь прямым текстом это сказано. Соответственно, у нас есть видение, Сима, как выходить из этого кризиса, но выходить из этого кризиса, когда в него вогнали ситуацию вот в таком Благодаря формате, вам в том числе. это ваши Это абсолютно ремарки, правда. я Это только да. могу поулыбаться в Да, этом наверное. отношении. Тогда нам Да, нужно кстати, будет могли все бы вместе меня решать. давно посадить, по-моему, И если бы такой я цели был не бы- было. Такой цели не было. Причем тут Такой цели цели не было. Судя по тому, что сейчас вы со мной Ближе к тексту, дебатируете, ближе к я тексту. думаю, что цель такая, Давайте ближе наверное, к тексту, была бы, Иван если Георгиевич. было бы за что. Так вот, я как понимаю, в рамках этого, да, вот у нас видение социальное, у нас Например? видение, что стратегически важные объекты должны оставаться в лоне государства. Так И в рамках этого рассматривать развитие той или иной отрасли.
Я прошу вас прокомментировать, о чем идет речь. Вы говорите о создании нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций электросетевых компаний. Мы говорим о сетях. Сети сегодня закреплены законом, то есть законом в электросетевое хозяйство инвестиции делать нельзя. О чем Можно здесь только идет государственные, благодаря вам. Да, поэтому вот спасибо у нас за очень важный вопрос. На мой взгляд, сегодня это вот стержень, сегодняшняя передача, на мой взгляд, да, полезна именно с точки зрения подачи именно этой темы. Потому что вы были инициатором, да, введения такого того, чтобы не продали энергосистему. Нет, да, вы знаете, правда. в данной ситуации, судя по всему, вы боялись, что кто-то что-то продаст в то время, скорее всего. Поэтому я ввели данные точно ограничения. боюсь, что Мы я в этой продадут. ситуации более объективны и оцениваем наши возможности и текущее состояние. При вас в 2017 году было потрачено 60 миллионов на разработку перспективной схемы развития энергетики. За счет инвестпрограммы. Совершенно верно, и это, кстати говоря, нужно было сделать. Кстати, Я не об этом. постоянно ссылается на И эту это была программу, хорошая, говорит, что это была хорошая работа, которая позволяет оценить порядок, значит, приоритетов в проведении там реконструкции, значит, наших объектов. Речь о чем идет? Вы же помните сумму? Это схема и программа Ну, можно, перспективного давайте, развития вы же республики помните... для телезрителей. Да, для да. Вы же развития помните Республики сумму Абхазия. расходов, которую До оценили? 2026 года. Какую сумму расходов оценили? Там было 3 сценария, разные суммы. Нет, вы скажите, какая сумма расходов была? Сумма расходов была в зависимости от сценария. Вы можете 3 ответить, суммы. вы ее разрабатывали, при вас Кристина заключался Константиновна, контракт. я не на Я вам допросе, скажу, при я всем вам уважении. скажу. Я, если вы мне задаете вопрос, не буду здесь да или нет отвечать. Ну, вы можете Я ответить? говорю, что там было 3 сценария и 3 суммы. Вы Ну, мне не скажите, даете какая договорить. сумма? Скажите. Первая сумма, если я не ошибаюсь, в районе 8 или 9 миллиардов рублей. Вторая в районе 10 с лишним или 11. Третья в районе 13 миллиардов Спасибо рублей. за ответ. А теперь у меня, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой пятилетке, десятилетке, да, или в какие 50 лет Республика Абхазия может себе позволить самостоятельно за счет государственных средств восстановить... Можно С вами не Можно будем ответить? Минуту, это не важно. минуту. Вы можете ответить на вопрос? Никогда не будет. Можете ответить на вопрос? Можете ответить на вопрос? Я отвечу. Я могу ответить, Кристина Константиновна, полноценно могу ответить. Давай ты ответь, а потом я тоже добавлю тогда. Ну, сегодня мы потратим на переток 900 миллионов рублей. Сегодня мы тратим на переток деньги, которые нам не вернутся, правильно? Первое, по факту, нужно, конечно, было поднять тариф, но не до такой степени. Вы загнули. До рубля. Я еще раз говорю, для физических лиц В каком году надо рубль было 20. поднять? В каком году надо Еще- было поднять? Отвечайте не как Аслан Басария, который сейчас Бесспорно, строит политическую бесспорно. карьеру, а При как чем Аслан тут Басария, политическая бывший карьера директор и Аслан Черноморэнерго. Басария? Ответьте на вопрос, когда надо было повышать тариф? Во всех своих справках, в то время, когда я в том числе работал, писал, что экономически необоснованный тариф. Да, это тариф правда. надо было поднять, но вы его завысили. Почему? Вот о чем идет. Почему Дайте вы мне приняли на почему? перспективу 6 Дайте лет и мне вынуждены досказать. были поднимать Тариф от таким аппетита образом? власти Дайте зависит Нет, потому. тариф зависит от объективности Нет, от подхода аппетитов и от правительства отсутствия и Аслана популизма в Бжаня принимаемых зависит, да. решениях. А при И вы этот тариф вас никогда не тариф обосновали. Вы мне поднимался, вопрос потому что- задали, или вы потому хотели, что- задав вопрос, сами же ответить на этот вопрос? Не, ну вы же не Кристина отвечаете Константиновна, на вопрос. Вы знаете, вы Я мне вас напоминаете спрашиваю, человека, когда надо который было пытается, чтобы в повышать вашу тариф. игру кто-то здесь Нет, сыграл, я играть не я буду. вам задаю Вы, вопрос во-первых, как ну, бывшему все-таки, директору. да, Когда ну, надо дайте было мне повышать вопрос? досказать, да. Этот тариф когда надо было Слушайте, повышать? давным-давно надо было А почему повышать. не повышали, коллеги? Я лично не мог его повысить. Ну тогда нет Это не аргументов. было моей А мы компетенции. смогли. Не Плохо, Слушайте, я хорошо, не был непопулярно, на но вашем мы это статусе. сделали. Подождите, слушайте, не передергивайте фактами. Директор Черноморэнерго не может поднять тариф. Значит, вы были неубедительны. Значит, вы были Слушайте, вы можете неубедительны. сказать, что я был неубедителен. Иван Валерьевич, Или я был очень очарователен. Иван Причем здесь Валерьевич, это, Кристина пожалуйста. Константиновна? Ну, вы Что этого за не базарный сделали. разговор? Ну, вы не Кстати, вот сделали. сейчас, когда поднимали значит, тариф, да, Да. представители Черноморэнерго были у нас в парламенте, и они просили, не поднимайте. Они говорили, эти люди, которые Про работают продажу непосредственно... энергетики нам не Подожди. Да, я хочу ответить. Подождите, дайте. Они просили парламент, поддержите, говорит, не поднимайте цену. Это руководство и представители Черноморэнерго говорили. Да, Можете было. представить? Они- Они говорили, не поднимайте. По поводу продажи энергетики. Давайте, не, ну дайте я отвечу. А это
Нет, Гарри Гурамович, ну вы знаете... Вот я хочу что-то добавить к вашему вопросу. Я должна... Пожалуйста, Нет, Кристина давайте так, Константиновна. уважаемые коллеги, вас три Я задаю вам человека, я вопрос. пытаюсь ответить на ваши... Вы зачем задаете дискутируете. вопросы? Вы за 2 месяца Вас- можете 900 миллионов потратить, правда? Вы не же? переживайте, Ну, в чем Аслан. проблема? Это точно Как не ваша переживать? головная Это- боль. Для это этого есть наш исполнительная бюджет. власть. Как это не объясняет? Я имею в Ваши виду, абхазские да, народные для деньги, этого дорогая есть моя, как вы, о чем вы исполнительная власть, говорите? для этого есть Это наши законодательная власть. абхазские Мы деньги. Это мои вместе деньги, будем вы это с хотите вами Это народные решать. деньги. Так, мы с вами Давайте мы будем решать Я эту плачу тему. налоги, По чтобы поводу вы продаж- отправляли по 900 миллионов. Вы считаете это нормальным? Что значит, Какие пусть теперь налоги? мы все Мы переживаем? уйдем опять не одно и то поднимали. же. Я говорю, По мы платим поводу налоги, продажи энергетики. вы их уводите за границу. Наши налоги, наш бюджет уводите в Россию. например? 900 миллионов рублей. Это не налоги, это доходы. Что значит Я говорю, налоги? платим налоги, доходы, налогов что-то не составят. надо. Это вообще... Гарри Гурамович, могу я говорить? Константиновна, клянусь, дайте что-то сказать, не мешайте. Вот вы говорите о развитии. Насчет Как... Вопрос-ответ у Ахаялзум. Видно, почему Ваше никакого видение голоса выхода из ситуации, Вопрос пожалуйста. о развитии, да, как выйти Да, из ситуации. как выйти из Вы ситуации? сказали, за сколько лет Обос- вопрос задали, за сколько лет можно выйти из ситуации. Я вам скажу, отвечу, добавлю, потому что он Вопрос, ответил, да. что если мы на одном объекте от Че-Гевара украли 40 миллионов, мы никогда в жизни не выйдем из этой ситуации. И если мы 900 миллионов за передок, мы, конечно же, пока вы у власти, ваша команда, невозможно развитие. Все, вы обанкротили страну. Это ваше мнение. Это конкретно обоснованное, задокументированное. Хотите, вот Стагнации везде пойдем ко никакой всем нет. экспертам, ко Об всем этом говорят экспертам. цифры. И вам скажут цифры, какие цифры говорят, Кристина В Константиновна. нашем О случае вашем цифры провале не говорят и принимаете. цифры. Наоборот, я с вами о Поэтому, цифрах чтобы, говорю. смотри, Я Сима, с вами о пожалуйста, цифрах дорогая, говорю. Вот если вот мы говорим, что делать, как выйти из кризиса, в первую очередь надо избавиться от этих людей, которые наносят колоссальный ущерб нашей стране. Всем и тебе, и мне, и Это нашим уже детям. оскорбление. Это не оскорбление, это конкретно. Факты Я- есть, Факты. что Они вы нанесут говорите? ущерб Слушайте, факты миллиарды рублей. я понимаю. Поэтому, Я не пока они один. находятся у власти, невозможно что-то сделать. На одном объекте украли где 120 миллионов. Пока идет где следствие сейчас. Нет, уже Уважаемый прошла Гарри проверка. Гурамович, И суд уже дайте, признал частично это уважаемый преступление. Гарри Просто мы, Да, а я не суммы? услышала ни По одного данному вопросу аргументированного занимается ответа, ни Генеральная одного. прокуратура. Да, занимается уже Вы полтора не года. обвините. Я понимаю, В я данной понимаю. ситуации ваши Суд комментарии вы абсолютно оценки нам излишни. давайте. Нет, суд Ваши частично комментарии- признал это Оценки не преступление. даю. Проводится Послушайте, процессуальная проверка, хотя преступление уголовное никто дело не должно устроили были просто, и возбудить. Сима, чтобы вы понимали, не сегодня... И генеральный прокурор тоже будет Гарри, нести я тебе ответственность за прошу, это. сегодня, что у нас осталось, что сохранилось, это из-за того, что сегодня в парламенте...
большое. Сейчас хочу, Кристина Константиновна, хочу ваше видение узнать, как все-таки, какие перспективы развития отрасли вы видите? Несмотря на то, что мы подвергаемся жесткой критике, понятно, что любые реформы, которые проводятся, да, не только в экономике, в любой сфере, они всегда подвергаются критике, потому что изначально кто-то понимает то, о чем речь идет, у кого-то есть недоверие, в том числе к власти. И это объективная ситуация, и от нее никто, естественно, не открещивается. Мы принимаем ее, мы готовы ее обсуждать, мы готовы принимать предложения, которые могут быть озвучены в рамках, значит, того, чтобы, значит, ситуация в этой сфере изменилась. Но я хочу коротко сказать о следующем. Какая бы тяжелая ситуация ни была, всегда есть определенный выход, если действовать аргументированно, обоснованно и объективно. Что мы за это время сделали, к чему мы идем? Сразу, пожалуйста, коллеги, прошу меня не перебивать, у вас у каждого будет возможность сказать. Первое, за 3 года что сделала, значит, исполнительная власть? Как бы тяжело ни было и как бы это было бы непопулярно, власть все-таки пошла на то, что увеличила тарифы, потому что это вынужденная мера, и здесь никто не может с этим не согласиться, и вы в том числе, Аслан, как бывший руководитель. Это первое. Второе. Государство определило, что приоритетом является в обязательном порядке учет электроэнергии и повышение уровня собираемости, потому что тариф плюс учет обеспечивает возможность хотя бы какой-то финансовой стабилизации компании. И это те направления, первые два, да, о которых я говорю, то, что позволит нам в течение 3-4 лет вывести на самодостаточность компании по содержанию. Еще раз прошу обратить внимание, по содержанию энергетики, не по ее реконструкции и развитию, а для того, чтобы энергетику развивать. И в перспективе, учитывая, что у нас развивается страна, и она должна развиваться, у нас будет дефицит мощности. А значит, нам надо развивать энергетику с точки зрения развития генерации, а не только покупки. И почему, объясню. Сегодня можно купить электроэнергию, можно, имея финансовую возможность, приобрести электроэнергию. Но это проблема, на мой взгляд, энергетической независимости. Нам нужна энергетическая независимость. Сегодня, как бы мы ни хотели отрицать этого, мы зависим и от Грузии, и от России, потому что мы получаем электроэнергию из одного источника, из объекта генерации, и, соответственно, покупаем ее в связи с дефицитом. А нам надо, чтобы мы были в этом вопросе самодостаточны. А чтобы мы были самодостаточны в этом вопросе, нужны финансовые средства. Вы сами озвучивали суммы, которые необходимы для того, чтобы восстановить энергосетевое хозяйство в ценах 2017 года. А вы сейчас еще посчитайте уровень инфляции с 2017 года по 2023 и уже 2024 год. И вот вам цифра, конечно, и вот вам цифра. И здесь, в данной ситуации, знаете, можно упрекать друг друга бесконечно. Да? Я шла на эфир осознанно и понимала, что у нас будет достаточно предметный, жесткий разговор. Я к нему была готова, и в этом смысле сразу хочу сказать, что я абсолютно спокойно к этому отношусь, потому что любой, кто находится в власти, он всегда подвергается критике. Но я, Кан Валерьевич, вынуждена вас немножко расстроить. Проблема в том, что неважно, кто сегодня будет сидеть в правительстве или в Министерстве экономики конкретно. Эти же вопросы должны решаться именно таким образом. И привлечение денег в энергетику, это решение вопроса. Лежит, вот прям послушать, вы говорите, нету значения. Да. Люди украли 100, из 100 миллионов 40. Это ваше мнение. Это Гарри Гурамович. Вы не прокурор. Вы не прокурор. Для этого есть соответствующий. Он еще ничего не признал. Это очень долго, потому что во власти находится те, это уже прикрывают это. И поэтому невозможно, вы что здесь рассказываете, это невозможно сделать, когда вы в этой же сфере, где самая большая проблема, вы там умудряетесь увести деньги. Это ваше мнение. Можно мне сказать право на свое мнение. Это не мнение, вы договорили, Кристина Константиновна? Где вы увели с этого объекта. Можно я дозакончу? Да. Вы это кто, Гарри Гурамович? То есть вы вообще не признаете ошибки, да? Мы в эфире 1:45. Можно, да. При проведении мероприятий. Спасибо большое. Нет, эфир заканчивается. Мы уже все ваши мнения услышали. Мы все по 2 минуты сейчас. Мне не дают время больше. Все. Всего доброго и до свидания.